Долг врача — лечить каждого, кто нуждается в медицинской помощи. Во время войны для него не должно быть ни хороших, ни плохих, а только лишь одни пациенты. Именно с такими принципами Хасан Баиев прошел обе чеченские войны, спасая своих пациентов в сложных условиях. То, что люди в его руках выживали, это настоящее чудо, как и то, что выжил он сам. Хасан родился недалеко от Грозного, в селе Алхан-Кала, в апреле 1963 года. Его отец был травником и знахарем. Все сестры получили медицинское образование и стали медсестрами, поэтому неудивительно, что и Хасан решил стать врачом. Но прежде, в 13 лет он пошел в спортивные секции по самбо и дзюдо. Укреплять таким образом организм посоветовали врачи, поскольку рос мальчик совсем слабым. В 18 лет Хасан успешно побеждал в национальных соревнованиях, получил черный пояс по дзюдо. Спорт еще вернется в его жизнь, но уже гораздо позже. А в 1989, когда времени стало не хватать, Хасан бросил тренировки и сосредоточился полностью на медицинской карьере. Красноярский медицинский институт Хасан закончил в 1985, специализировался на челюстно-лицевой хирургии и не подозревал, что вскоре ему придется делать совершенно разные операции. После окончания института предпочел вернуться в Чечню, где стал одним из ведущих пластических хирургов. Все шло замечательно, пока что на родине не началась война. Чтобы спасти своих родных, престарелого отца, жену с детьми, он отправил их в соседнюю Ингушетию. Сам же со своими сестрами остался спасать людские жизни. На 100 тысяч человек населения он оказался единственным врачом. В процессе изучил военно-полевую хирургию, оперировал и лечил и российских, и чеченских солдат, не делая между ними никакой разницы. Как он сам говорил, у всех людей кровь красная. В первую чеченскую кампанию он провел более 4500 операций в самых ужасных условиях. Не было электричества и наркоза, отсутствовали лекарства, инструменты и бинты. В качестве доноров крови выступал сам персонал больницы. Конечности приходилось отнимать при помощи ножовки, а вскрывать при необходимости череп ручной дрелью. В день могли провести 3 десятка операций. Местные жители помогали как могли, приносили еду и лекарства. До сих пор вспоминает Баиев самый дорогой для него подарок, который ему вручили в это непростое время. Это была баночка сметаны от коровы, которую ему также пришлось прооперировать. Осколок застрял у нее в шее. Кормилицу семьи с 5 детьми пришлось спасать, чтобы они не умерли с голода. Хасан делал операции чеченским полевым командиром. В 96-м тяжело раненый Арби Бараев оказался на его операционном столе. Салману Радуеву он буквально из кусков собрал лицо, пока его люди стояли над ним с автоматами. Шамилю Басаеву Хасан ампутировал часть ноги после разрыва под ним мины. Сначала хирурга пытались расстрелять боевики за то, что он лечил федералов. Когда боевиков выгнали и пришли федеральные войска, то они тоже собирались расстрелять Баиева. Но тут уже на его защиту грудью встали местные жители. Во время второй чеченской кампании Баиев опять остался на своем посту и спасал раненых. На этот раз подсчетов он не вел, но по его же признанию операция была сделана едва ли не в 2 раза больше, чем во время Первой войны. И вновь он стал неугоден обеим сторонам, каждая из которых его обвиняла в пособничестве другой. Он подвергался избиению со стороны спецназа, затем был убит помогавший Хасану племянник. В Чечне стало опасно оставаться, поэтому при помощи благотворительных организаций Баиев и его семья переехали в Соединенные Штаты. Жизнь в эмиграции поначалу не была такой уж простой. Хасан, чтобы прокормить себя и близких, выполнял самую простую работу – убирал мусор, работал садовником. 4 года ему понадобилось, чтобы восстановиться и избавиться от психологических и физических последствий войны. Во время своей реабилитации после переезда в США Баиев вернулся к тренировкам по дзюдо. В то же время он написал книгу, которая затем стала бестселлером «В клятве» или «Хирург под огнем». Война показывается, как она есть, без всяких прикрас и романтизации. В ней нет ни героев и нет хвалебных песен в адрес генералов. Зато очень много подробностей из сферы военно-полевой хирургии, благодаря чему книга стала буквально практическим руководством в экстремальной медицине. Баиев стал врачом года, человеком мира, создал благотворительный фонд помощи детям из Чечни. Сам он лично проводит в Грозном довольно много времени. Он привозит протезы для детей с инвалидностью, делает операции маленьким пациентам с патологиями бесплатно. Сам он признается, что американец из него так себе получился, что он чеченец и его всегда тянет к родной земле.